Здравствуйте, уважаемые зрители. Буквально несколько дней тому назад ушло в отставку правительство Сапара Исакова. Ну, вы помните, это не совсем отставка. Причиной стал вотум недоверия. Итак, у нас уже, по разной системе подсчетов, 28-й премьер-министр. Если считать формально, Мухаммедкалый Абулгазиев уже 30-м является главой исполнительной власти. И сегодня мы хотели как раз таки поговорить о природе нестабильности исполнительной ветви власти. Для этого мы пригласили сегодня политологов Марс Цариев, здравствуйте, Марс, и Тамерлан Ибраимов, здравствуйте. Ситуация яснее ясного, все разворачивалось на наших глазах. И давайте сегодня порассуждаем, проанализируем. Вообще, принято считать, что такая частая смена правительств, она не приводит ни к чему хорошему. Отчасти с этим можно согласиться. Есть и сторонники более спокойного взгляда на эту нестабильную работу кабинетов министров. И интересно было бы послушать ваше мнение сегодня. Да, сейчас на самом деле интересная ситуация. Отставка премьер-министра и практически 30 премьер-министров в Кыргызстане сменилось. Ясно, что даже обыватель говорит, что премьер-министр — это мальчики для битья. На нем отыгрываются президенты. Поэтому у нас, наверное, 30 премьер-министров, мы рекорды бьем по этому количеству премьер-министров. Я думаю, здесь проблема в чем? Проблема в том, что, вот смотрите, я просто обращу внимание на один момент. Последний момент с отставкой Сапара Исакова. Фракция СДПК, фракция Кыргызстана одобрили отчет. И Сапар Исаков практически был почти уверен, что по подсчетам голосов, возможно, он останется премьер-министром, потому что там вопрос с Бирболом был, перевес в ту или ту сторону. Но 102 депутата против. И заметьте, фракция СДПК, там, по-моему, 2 человека только за Сапара Исакова. Кыргызстан тоже, который тоже почти в полном составе. Понимаете, это вообще нонсенс, потому что они сначала одобрили, а потом выступили против премьер-министра. Вот это и есть, понимаете, индикатор того, что вот эта болезнь, она коренится еще с момента обретения Кыргызстаном независимости. А я думаю, что проблема гораздо глубже. Опять же, голосование, кстати, еще один пример по Жолдубаевой. 3 депутатов утверждала Жолдубаева. 3 года они никаких претензий не предъявляли. По отставке 105 депутатов из 119 за отставку Жолдубаевой. Знаете, это не укладывается вообще в классическую схему парламента, когда вот такое единодушие, даже туркменский вариант какой-то. Странно, в Кыргызстане, вроде бы демократическом Кыргызстане, такое единодушие. Я думаю, что это закономерно, это связано с тем, что, понимаете, наши партии, они не являются в классическом понимании партиями. Это, знаете, можно сказать, протопартии, это корпоративные объединения людей, которые не опираются на какую-то идеологию. Если вы заметили, то, скажем, партии очень трудно сказать. Была коммунистическая партия, там, понятно, которая коммунистическая партия Кыргызстана, идеология, все знали, потому что это отработано за советское время, и все знали программу партии, все понятно, да? Но когда начинают смотреть на партии современные, в смысле после обретения независимости, СДПК, Атамекен, Республика. Заметьте, люди не смотрят на программу, потому что программы, они не действуют, понимаете, там совсем другие механизмы действуют.
Поэтому возможны такие кульбиты, как, скажем, помните, когда после революции 2010 года СДПК вошел в альянс и составил большинство с Ататюрком. Понимаете, это совершенно нонсенс, совершенно как бы не вяжется по партийным программам и по движению. Как бы. Поэтому я думаю, что как бы идеология была бы ошибкой думать, что есть какая-то идеологическая подоплека у партийных деятелей, у партий. На самом деле это всего лишь упаковка. Понимаете? И мы сразу будем ошибаться, если будем думать, что есть какая-то идеологическая программа, и идет борьба каких-то идеологических концептов. Нет, идет борьба корпоративных групп за ресурс. Ресурс — это власть, потому что власть дает уже возможность, это, как говорится, это самый рентабельный вид бизнеса, это капитал. Поэтому вот и все, очень легко. Потому что если бы партии опирались на идеологию, СДПК, например, опиралась на идеологию, да, или тот же Кыргызстан, который партия-сателлит, была собрана по идеологическим принципам, они не могли бы вот сегодня одобрить отчет премьер-министра, а на завтра вот недоверие выразить. И вот такие скачки мы наблюдали ранее же, правильно же? Поэтому люди знают, что надо смотреть на партийного вожака, они знают персоналии, но они не знают программ. Да, на слуху партии СДПК есть, ну, как бы на слуху, но потому как они вступают в альянсы, если партия СДПК, про другие я вообще молчу. Социалисты, Атамекен, там, они абсолютно могут такие кульбиты и другие партии выдвигать, в смысле действовать. Поэтому, я думаю, все коренится, понимаете, в структуре нашего общества. И подходить с классических позиций, что такое политические партии или политики в классическом смысле, в европейском смысле, это будет большой ошибкой. И смотрите, почему единогласно как бы проголосовали вотум недоверия. Формальный повод был, Исаул Муркулов озвучил, сказал, вот смотрите, Сапар Исаков как бы сделал демарш, Болота Сюембаева поставил, которого убрали. Ну, знаете, это формальный повод. На самом деле произошло как бы согласование элитных групп, вот реальный механизм. Идет консенсус, состоялся консенсус по фигурам премьер-министра, другие фигуры, по кабинету министров. И вот эти все фракции, они пришли к консенсусу. Поэтому такое единодушие. Понимаете? И я думаю, что в этом проблема и болезнь Кыргызстана. Пока у нас не появятся индивидуумы, в чем проблема Сапара Исакова? Понимаете, он молодой, очень талантливый, я бы сказал, политик, растущий, с хорошим потенциалом, кстати. И его советники тоже, ребята, очень сильные, я их слушал, как-то будучи в резиденции, когда они проводили по проектам Тазаком и другим как бы мониторинг и деловые игры. Очень сильные ребята. Но проблема Сапара Исакова в том, что, понимаете, Сапар Исаков обслуживал сейчас экс-президента, а не выходил на самостоятельную позицию. А на самостоятельную позицию он не выходил, потому что у него нет внутри концептуального своего стержня, и он как бы в политику вошел в фарватере Алмазбека Атамбаева, и он остался в фарватере. И он потерпел крушение, потому что Алмазбек Атамбаев сейчас фактически проиграл ситуацию, эту партию проиграл, поэтому это закономерный результат. Но если бы, скажем, люди формата Сапара Исакова, вот это очень жаль, потому что очень сильно подрывает, понимаете, веру в молодых политиков, которые сейчас идут. Понимаете, тогда у населения, у народа образуется такое мнение, они, оказывается, незрелые, лучше вот
которые прошли советскую партийную школу, начинали с комсомольских ячеек, прошли по всем ступеням. Это была хорошая школа. Потом перекидывали на юг, потом перекидывали на север, потом уже становились премьер-министром. Да, это хорошая партийная школа. Но сейчас же время другое. И вот крушение Сапара Исакова подрывает именно будущие ростки, которые могут быть в Кыргызстане. Уже не верят молодым реформаторам, думают, да это, знаете, они книжные, ну как назвать, паркетные политики, которые не нюхали порох. И, понимаете, это очень опасная тенденция. Поэтому я думаю, что в кыргызском сегменте политики, ну в кыргызском обществе нужно создавать лакуны, возможности для молодежи, ну, растущих, их надо так воспитывать, понимаете, чтобы они имели свое концептуальное видение, они опирались на программы, знаете, они вырывались из кокона каких-то клановых, там, родоплеменных и других связей и были самодостаточными. Если бы Сапар Исаков был самодостаточен, я более чем уверен, что он бы правильно оценил ситуацию и пытался бы двигаться более как бы автономно. И это его спасло бы. Ну, как мы видим, вот беда молодых ребят в том, что, может быть, это не зрелость еще, хотя 40 лет, знаете, это уже зрелость в политике. Лукашенко пришел в 39 лет, Путин, если вы помните, 37, по-моему, пришел. Да, и других, если перечислить, это возраст довольно-таки зрелости. Поэтому, я думаю, знаете, вот видите, в чем дело. Очень легко в кыргызском обществе, потому что это отражает кыргызскую ментальность. Помните вот эти пословицы хорошие, говорят, «Бөлінгөнді бөрі жейді». Если ты отделишься от коллектива, тебя съест волк, ну ты пропадешь. Это же исторически выживание кыргызов шло в коллективе. И нельзя высовываться, нельзя, понимаете, как бы свое «я» субъективное показывать, сразу уравняли. Понимаете? И таким образом в коллективе выжить легче. И внутри складываются неформальные отношения, неформальные такие, коммуникационные такие отношения, коммуникативные, и таким образом поддерживают друг друга. Это устойчиво, это помогало кыргызам выжить тысячелетиями. Это вот секрет того, что кыргызы, ровесники древних народов, которые сошли с политической арены, а кыргызы остались. Из-за вот этого коллективизма, из-за того, что внутренняя коммуникация и вот эти машинки родовые, они сыграли хорошую роль. Но одна проблема. Родовые машинки, они родовые или, скажем, клановые или корпоративные, они не дают развития. Понимаете? Для развития нужны индивидуумы, которые делают прорыв. А кыргызское общество не индуцирует индивидуумов, оно выплевывает их за кто более-менее как бы может выразить свое «я», не опираясь на клановую какую-то основу или что. Они, как вот заноза, понимаете, как бы отторгается телом, так и они уезжают за границу и где-нибудь работают в структурах МВФ, Microsoft там, и других. И физики у нас есть, даже ядерщики, по-моему, я читал в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, индивидуумы, они не приходятся ко двору. Поэтому и происходят у нас вот эти вещи. Поэтому я думаю, что политики Кыргызстана, ну, которые движут процессами, работают с процессами, они должны создавать лакуны именно для тех, которые могут, понимаете, быть вне родоплеменных, там, региональных или вот таких объединений. Вот скажем, в Израиль, да, ну посмотрим, просто хасиды, да, ну казалось бы, они ничем не занимаются, они только молятся, все. Ну вот Израиль очень такое в этом отношении полиморфное общество, там любые крайности есть, понимаете, целый спектр. Вот хасиды выполняют роль именно этих как бы волхвов, или, скажем, которые направляют общество. И вот этот спектр им позволяет как бы быть устойчивым в таком враждебном окружении. И вот я думаю, что в Кыргызстане тоже, если не создать условий для того, чтобы появилось, я не требую, потому что все-таки как бы
общество, оно само построено на кланово-корпоративных основах, родственных и так далее, да. Но если кыргызстанцы не создадут лакуны для личностей, если эти личности не будут формировать партии на программной основе, как бы на основе идеологии, то, вы знаете, мы в конце концов нас сомнут, потому что когда люди живут коллективным разумом, да, можно сказать, что отсутствует вторая сигнальная система, рефлексия. Потому что ты внутри коллектива, ты погружен, ты не можешь подняться над коллективом, потому что ты внутри. Потом ты завязан на всякие дела внутриколлективные, коммуникационные, все, тебя не хватит на что-то индивидуальное. Потому что надо соблюдать всякие корпоративные интересы, там, этикет и так далее, и так далее. И полностью человек погружен внутри, скажем, той же партии, да, протопартии, или клана, или общины, и он не может, понимаете, у него нет времени заняться как бы отвлеченной рефлексией, отвлеченными делами. Поэтому, если кыргызское общество этого не создаст, мы будем обречены. И вот эта родовая болезнь из-за этого, почему сменяют? Если бы у нас были концептуальщики, политики, их невозможно было бы снести. Понимаете, и в этом отношении, конечно, у нас вот есть как бы тяжеловесы политики, которые, хотя не концептуально, но они как бы, у них бэкграунд очень тяжелый, в смысле весомый. Например, Роза Исааковна Утумбаева, ну, при всем том, что ее с политической арены попытались убрать, это крупная фигура. Текебаев сидит, тоже крупная фигура, хотя я не скажу, что у него партия тоже как бы концептуально отражает социалистическую идею. Вот есть у нас вот такие крупные политики, ну, а если ниже посмотреть, там, знаете, это уже, конечно, мрак. Марс, вы очень интересно сейчас порассуждали о природе политического лидерства, обрисовали вот специфику Кыргызстана в этом плане. И вы знаете, ну, мне ничего не остается, кроме того, что согласиться с вами полностью. Очень был примечательный момент во время обсуждения программы и структуры уже нового правительства Мухаммедкалыя Абулгазиева, когда один из депутатов очень гневно, я так и не понял, он это в юмористическом ключе говорил или вполне серьезно, когда он покритиковал, теперь уже премьер-министра, за то, что в правительстве не оказалось его земляков вот из той области, да, откуда он родом. Да, ну тут дело даже не в Таласе, да, мы понимаем, это как бы, ну, паттерн, да, это взгляд, который формирует наше отношение к действительности. Действительность, к сожалению, на сегодняшний день имеет очень печальный вид. И вот, Тамерлан, ну да, вот первый вопрос, он, безусловно, и к вам относится. Ваше отношение к частой сменяемости власти, как вы ее оцениваете и характеризуете. И, знаете, ну, хотелось бы услышать от вас еще и плюс к этому ваши мысли. А как, собственно говоря, обеспечить стабильность? Ну, если мы, конечно, стабильность воспринимаем как положительный фактор. Да, но по поводу стабильности тоже два слова добавлю, согласен с тем, что Марс говорил. Я считаю, что нестабильность – это очень плохо для исполнительной этой власти. Почему? Потому что, во-первых, каждое новое правительство приходит с определенной программой, с определенными планами. И это не просто бумажка, а это определенные ресурсы, которые затрачиваются на то, чтобы разработать эту программу. Привлекаются денежные средства, привлекаются человеческие, интеллектуальные ресурсы. Выстраиваются какие-то цели на будущее. И когда у нас происходит такая частая смена правительства, это означает то, что и часто так происходит, собственно, что каждое новое правительство, ну, оставляет, что ли, на стороне предыдущую программу, хотя и говорится очень часто о преемственности, говорится о том, что мы будем продолжать, но часто бывает так, что те предыдущие программы, они просто дальше уже не выполняются. То есть мы имеем очень много программ, очень много стратегий, планов, и вот эта частая нестабильность, частая сменяемость, ведущая к нестабильности, приводит к тому, что эти программы просто не выполняются, не доводятся до конца. И в данном случае мы, наверное,
к сожалению, будем свидетелями продолжения этого процесса. Почему эта нестабильность происходит? Ну, несколько факторов уже было названо. Я просто акцентирую ваше внимание на двух важных факторах. Да. Первый фактор – это, конечно, отношение общественности, да, и в частности, в том числе и парламента, потому что парламент – это представительный орган, который выражает мнение общественности и высказывает определенную критику в отношении правительства. Это первый фактор. Второй фактор, который тоже очень важен, это возможность или невозможность работы с президентом. И в данном случае, и как правило, в предыдущих всех случаях, вот этот второй фактор, совместимость или несовместимость правительства с президентом, он играет решающую роль. Мы видели, что отставка или вотум недоверия в отношении правительства Сапара Исакова, вот этот процесс прошел очень быстро. И все прекрасно понимают, что если бы не было воли президента по отношению к этому процессу, чтобы именно так все это произошло, это бы, скорее всего, не произошло. И, кстати говоря, мы это видим и по тому процессу голосования, который в парламенте происходил. Почему парламент в данном случае и во всех предыдущих, кстати говоря, случаях выступает таким, так сказать, беззубым, что ли? Кстати говоря, я хочу отметить, что это все я говорю безотносительно конкретным персоналиям, не безотносительно это Сапар Исаков или Мухаммед Кавел Абулгазиев в будущем, или предыдущие премьер-министры. Все это у нас уже превратилось в традицию, негативную, к сожалению, традицию, что парламент выступает, как правило, каким-то беззубым органом, хотя по Конституции и вообще в целом у нас парламент должен быть, конечно, очень сильным институтом. У него очень много полномочий, и по нашему основному закону парламент формирует правительство, и парламент же может отправить в отставку это правительство. Почему это происходит, мы об этом уже тоже много говорили, это нужно, наверное, углубляться в природу нашего, собственно, парламента. Наш парламент, и для никого это не секрет, и все, собственно, это очень часто говорят, парламент, по сути, является олигархическим парламентом. Что это значит? Это значит, что туда приходят люди, которые имеют очень большие ресурсы, и которые, придя туда, думают прежде всего о своих собственных корпоративных интересах. Причем очень часто получается так, к сожалению, что те люди, которые попадают в парламент, имеют, ну, как говорится, свой собственный скелет в шкафу. То есть это возможность влиять или давить на депутатов парламента. У многих из них есть бизнес, хотя формально они не имеют права заниматься бизнесом, но фактически мы все прекрасно знаем, и очень много об этом информации, они имеют очень большие материальные интересы в различных сферах. Вот это вот один из очень мощных факторов давления на наших парламентариев. Это первое. Второе, это, конечно, политический фактор. Но, собственно, у нас политика очень тесно связана с экономической составляющей. Поэтому вот наш парламент олигархический, он и получается очень таким, ну, мягко говоря, сговорчивым. Все это приводит к тому, что мы на самом деле имеем. И мы очень часто говорим, что вот эта безответственность парламента, безответственность в чем заключается? Что парламент, формируя правительство, в последующем не ощущает свою ответственность за работу этого правительства. Ну, в частности, речь идет о коалиции большинства. Да? Мы видим, что те же самые люди, которые буквально еще полгода или год пели дифирамбы, голосовали за это правительство, вдруг вытаскивают очень много вещей и в отношении правительства высказывают критические замечания. Очень часто эти замечания оправданы. Но, извините меня, а где же тогда ответственность коалиции большинства за то правительство, которое они сформировали? Вот эта вот безответственность политической элиты играет очень тоже часто негативную роль. Ну, практически всегда она вот этот процесс идет таким образом. Исходя из этого, вот, отвечая на ваш второй вопрос, что можно было бы сделать для того, чтобы каким-то образом все-таки стабилизировать. Кстати говоря, я хочу сказать, что вот эта вот нестабильность правительства, исполнительной ветви власти, это ведь проблема не только Кыргызстана. Это проблема очень многих стран, имеющих парламентскую форму управления. Ну, в частности, скажем, в той же самой Италии, там тоже очень часто происходит смена правительства. И, кстати говоря, в той же самой Европе часто приходится слышать от экспертов, от политиков, что, скажем, вот эта вот неразбериха, чехарда со сменой правительства, она приводит к тому, что просто невозможно какие-то выстраивать долгосрочные планы. Даже договариваться с правительством о чем-то, зная, что, скажем, через полгода или через год это правительство уйдет и совсем другие люди придут в кабинет министров, это тоже очень плохо. То есть вот эта нестабильность, она в том числе очень сильно влияет и на экономическую сферу, на инвестиционный климат в стране. То есть однозначно это плохо. Конечно, я не хочу сказать, что если у правительства есть какие-то критические
В отношении правительства какие-то критические замечания вполне оправданы. Нельзя, это правительство ни в коем случае нельзя трогать и нельзя его отправить в отставку, это нужно делать. Но определенные какие-то базовые вещи, обеспечивающие деятельность и стабильность правительства, они должны быть. Теперь, если переходить к тому, каким образом это можно делать, ну, прежде всего я говорил, что очень многое зависит от взаимодействия президента с правительством. Вот этот фактор в наших конкретных политических условиях говорит о том, что часто нестабильность правительства – это еще в том числе ответственность самого президента. То есть президент тоже должен понимать, не только парламент, что неформальным образом, да, потому что это не записано в Конституции, но тем не менее вот реалии наши политические таковы, что именно президент оказывает решающее влияние на этот вопрос. Президент должен понимать, что нестабильность правительства это в том числе и ложится на его плечи, вот эта вот ответственность за будущее. Второе, есть определенные механизмы, которые можно было бы внедрить. Ну, в частности, есть такой механизм, как конструктивный вотум недоверия. В 2010 году, когда обсуждалась конституционная реформа, некоторые юристы предлагали этот механизм заложить в нашей Конституции, но те люди, которые отвечали за реформу, они проигнорировали этот механизм, к моему большому сожалению. Что это означает, конструктивный вотум недоверия? Это значит, когда депутаты обсуждают вопрос выражения вотума недоверия правительству, и они должны одновременно с тем, отправляя в отставку, сразу сказать, кто будет следующим премьер-министром. И вот эта связка, она должна выставляться на голосование. Что это значит? Это значит, что депутаты заранее знают, кто будет следующим. То есть мы уже не говорим о процессе, когда, как говорится, меняется шило на мыло. И я вас уверяю, что, кстати говоря, я общался с многими депутатами, они тоже говорят, что одно дело отправлять в отставку, это всегда легко. Проголосовал против, человек ушел. Но потом, когда приходит новый премьер-министр, депутаты некоторые говорят, если бы мы знали, что придет вот этот человек, мы бы, наверное, не проголосовали против предыдущего. То есть вот эта вот мера ответственности и понимания, кто кому на смену приходит, это очень такой стабилизирующий фактор. Это первое. Второе, конечно, это общественность тоже могла бы иметь возможность сравнивать, что вот да, мы сегодня критикуем одного премьер-министра, и к нему действительно есть определенные претензии, но покажите, кто ему придет на смену. Может быть, этот человек будет не лучше, а в некоторых случаях даже может быть и хуже. То есть вот этот фактор тоже очень важный, и вот этот механизм можно было бы у нас сейчас использовать. Даже не закладывая его в Конституцию, потому что я категорически противник того, чтобы по любому поводу менять нашу Конституцию. Но этот механизм не противоречит Конституции. То есть этот механизм можно было бы заложить, скажем, в регламент Джорку Кенеша. Или даже не включая его в определенные нормативные акты, можно было бы сделать его определенную, негласную традицию, которая, в принципе, тоже часто работает и применяется в различных странах, потому что это не противоречит Конституции, это не противоречит ни одному нашему закону, но это всего лишь воля депутатов. Я прекрасно понимаю, что договориться по этому поводу достаточно сложно, но когда мы говорим об ответственности нашей политической элиты, в частности наших депутатов, я думаю, что наши депутаты тоже должны расти, повышать свой уровень политической культуры, и вот такие механизмы, они могли бы внедряться у нас в повседневную практику работы нашего Джорку Кенеша. Спасибо вам, уважаемые эксперты. У нас получился короткий, но, я считаю, очень содержательный разговор. Как мы видим, в этом году политическая весна оказалась очень короткой. То есть сам факт прихода нового правительства, причем глава этого правительства, безусловный человек президента, поскольку он до этого руководил его аппаратом, в лишний раз продемонстрировал, насколько у нас доминирует президент. А Джорку Кенешу подчас отводится роль практически нотариальной конторы, которая только легализует политическую волю и конкретные решения, которые исходят со стороны президента. Как поменять ситуацию? Конечно, это не только, скажем так, наша компетенция, да, это, по сути дела, должно стать проблемой всего общества, всех партий, особенно те, которые находятся в Джорку Кенеше, потому что я с большим беспокойством, лично я, слышу, как очень сильно усиливается критика в адрес парламента именно в части его политической слабости, отсутствия своего мнения и отсутствия некоего такого лидерства. А мы
дорогие зрители, с вами прощаемся. Вот теперь уже запущен хронометр работы нового правительства, нового премьер-министра. И посмотрим, каким окажется срок жизни этого кабинета министров. Надеемся, что он проработает намного дольше, чем у нас складывается, и не только дольше, но и эффективней. Потому что политическое доминирование того же президента, это не обязательно плохо. В мире очень много примеров, когда такая большая власть, она наоборот способствует быстрым, четким решениям, дисциплине и в конечном итоге какому-то эффекту, который выражается на всем. В экономике, в обороне, в безопасности, да, во всей социальной сфере. Поэтому будем сохранять оптимизм и следить за деятельностью нового правительства. Всем до свидания.